Скажите мне, пожалуйста, а почему у свободных крымско-татар, извините, нельзя так, наверное, говорить, крымско-татарского народа автономии не было при Украине? Так у них и сейчас нет. Да что вы говорите? Да. А что, есть? Есть крымско-татарская автономия? Я, кстати, напомню, откуда взялось так называемое русскоговорящее большинство Крыма. В 1944-м крымских татар выселили, а в их дома, еще не остывшие очаги, поселили выслужившихся на войне НКВДшников, смершевцев. Понятно. И вот сейчас страдания и есть сейчас тот самый русский мир, тот самый русскоговорящее большинство Крыма. То есть, простите, люди жили, у них на полках стояли книги, они стояли 5 лет, 10, они их читали, и все было нормально. А потом пришли русские, и вдруг оказалось, что это Я вам уже говорил, русские не пришли, русские вернулись. Это во-первых. А что в этом странного? Во-вторых, в Российской Федерации существует законодательство, которое надо соблюдать. Нравится вам это или нет? Мы здесь все живем в государстве, а не в банде. Вот в этом по и закону, проблема. а не по Вот в этом и понятиям. проблема, чтобы все было хорошо. Если бы русские со своим законодательством не совались бы за пределами своей границы. Крым сам решил, с кем он хочет быть. Тише. Явно не вам решать сегодня за крымчан. Пожалуйста, Аркад, вы гражданин Российской Федерации. Вне всякого сомнения. Вот, я просил бы вас более уважительно сейчас отзываться о российском законодательстве. А я не уважаю российское законодательство. Я просто вас попросил это сделать.